Сегодня по всей стране начался досрочный этап ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, на него зарегистрировано более 40 тысяч человек. В Ингушетии на выбор сдавали географию и информатику. Тест проходит в общей сложности более 700 человек. Добавлю, что в основной период, по предварительным данным, участие в экзаменах примут 720 тысяч россиян. Репортаж Жариды Атхалухоевой. На 411-м пункте прохождения сдачи ЕГЭ сегодня многолюдно. В 10 часов по местному времени здесь начнется пробный ЕГЭ. Чтобы сесть за экзаменационный стол, выпускники сначала проходят проверку. Все личные вещи оставляют на проходе. Они до конца экзамена будут храниться в сейфе. Паспорт и черная гелевая ручка – это все, что допускается на входе у металлоискателя. Все остальное должно быть скрыто в уме, а не в карманах. Из 14 возможных предметов сдают сегодня информатику и географию. Большинство выпускников предпочли информатику. Выпускники выбирали, исходя из того, в какой профессии они себя видят в будущем. Большинство сдающих – юноши. Среди них компьютерные технологии выбрал и Асхаб Магомаев. Как признается молодой человек, его всегда тянуло к информатике. И сегодня он решительно настроен сдать экзамен и получить необходимые баллы. Волнение, чтобы такого большого не было. Готовился на протяжении этого года. В принципе, думаю, что напишу на хорошие баллы. Будем надеяться, в принципе. Впрочем, волнуются сегодня и родители выпускников. Аза Хамхоева пришла поддержать свою дочь, которая, так же как и Асхаб Магомаев, сдает информатику. В прошлом году девушка не смогла набрать необходимые баллы, чтобы поступить в нужный вуз. Думаю, что сдать, но волнуется. И девочка волнуется, и я волнуюсь, как мать. Надеемся на лучшее. Хотим обязательно сдать. Метод контроля за прохождением ЕГЭ с каждым годом становится все серьезнее. Контролировать экзамены будут около 20 наблюдателей. Еще 6 человек проследят за процессом в онлайн-режиме. Во всех аудиториях установлены камеры наблюдения. На пункте информатику сдают сегодня 32 человека, а на географию заявлено всего 2 выпускника. Некоторые из них уже являются студентами колледжа, некоторые уже закончили. И чтобы поступить в высшее учебное заведение, они уже заранее готовятся для того, чтобы поступить и повысить свой балл и по географии, и по информатике. Подготовка у нас прошла очень хорошо, на очень высоком уровне. Это можно сказать по тем результатам, то, что федеральные инспектора сегодня с утра проверили, еще раз перепроверили все аудитории. Никаких замечаний пока мы не получили. Организационная часть у нас прошла на очень хорошем уровне. В этом году ЕГЭ пройдет в 3 этапа – досрочный, основной и дополнительный. Первые экзамены начнутся уже с 28 мая и продлятся до 2 июля. Дополнительные с 4 по 15 сентября. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны через 10 дней. Ну а пока выпускникам необходимо повторить орфографию, пунктуацию и правила правописания. Следующее испытание – русский язык. Всего через 2 дня. Жарида Атхалухоева, Марбек Миржоев, Новости 24.